уважаемым коллегам. РИА Новости Дальний Восток, Акимова Майя. В молокопунктах, в пунктах приема молока появились новые анализы. В день 16 нужно сделать лабораторных анализов. И спрашивают, вот в таком случае в каждом молокоприемнике должна быть тарелка, интернет. Потом должна быть своя мини-лаборатория. Вот как с этим справиться? Как при таких условиях, требованиях дальше развиваться? Я об этом говорил года 3-4 назад. О том, что Российская Федерация приняла уже политику, которая направлена на тотальную защиту потребителей от различных фальсификатов, от внедрения в массовое производство различных молочных напитков, разных добавок, в том числе, которые уже в молоке появляются через корма, например, которые их кормят сельхозживотных. И для того, чтобы предотвратить ущерб здоровью людей при массовом товарном производстве, я говорил, что будет жесткое ужесточение всех правил, связанных с сырым молоком и с мясом. Те, кто услышал, услышали. Да? Те, кто не услышал, не услышали. Вот сегодня вопрос, появились новые требования. Коллеги, 4 года назад об этом говорилось. В стране наше производство всего молока нашей республики — это производство одной крупной товарной фермы где-то в Центральной России. Это на самом деле так, коллеги. Мы по производству молока, с точки зрения страны, мы даже не процент, мы 0,1%. И под такие регионы, как мы, законы менять никто не будет. Связано, еще раз говорю, с защитой жизни и здоровья десятков миллионов людей. Мы должны законы правильно читать. Потому что если напрямую читать закон, то, конечно, можно сделать, надо день, там не 16, 12 анализов обязательно. Но не обязательно их каждый день делать. Их можно свести к тому, что надо делать раз в неделю какие-то анализы. Некоторые можно раз в месяц, некоторые раз в квартал. Здесь надо, конечно же, находить консенсус между всеми структурами. У нас каждое ведомство сам себе великий человек. Так? Они говорят, только так и никак иначе. Но разговаривать между ведомствами считается у некоторых плохим тоном. Да? Я сказал, я начальник, так и должно быть. Потом вся страна иногда порой, к сожалению, стоит на ушах. Потом разбираемся, в конечном итоге доходим до верха, так и президент или председатель правительства ставят точку, и все устаканивается. У нас в республике примерно то же самое, к сожалению. То есть можно не договориться? Я не то, что договориться, надо правильные принципы реализации федеральных законов здесь у себя на территории республики тоже принять. Но вместе с тем, коллеги, еще раз говорю, ужесточение требований к сельхозпродукции, особенности к молоку сырому и к мясу, это политика, которая будет только усиливаться. И именно поэтому я в свое время добился того, чтобы у нас появилась субсидия на личное подсобное хозяйство. Когда люди могут выбирать им молоко сдавать, как товарную продукцию, да, или со всеми анализами и так далее уже не связываться, просто получать субсидию на голову скота, и молоком уже распоряжаться по собственному усмотрению для своих личных нужд. И сейчас, когда мы в районы передаем, с 1 января как раз полномочия по всем видам субсидий, я министру тоже сказал, обязательно, чтобы в соглашениях мы предусмотрели, чтобы районы не говорили только мы будем на товарное производство работать. Много есть таких, которые на словах за это выступают, но просто с учетом тех новых требований федеральных, я не удивлюсь, если представим себе в каком-то районе анализы выявят, что молоко не отвечает требованиям, которые есть. Так, это законное, на самом деле, право нас, потребителей, здоровую, хорошую продукцию получать. Все. И в этом случае все производство УУСа может быть парализовано. И здесь должна быть все-таки возможность, деньги людям через субсидию по личным подсобным хозяйствам, все-таки, чтобы они имели возможность. Люди, причем, должны понимать, еще раз говорю, все эти нюансы. А то у нас говорят, так только выгодно или так не выгодно. А что при этом
может быть выгодном пути, надо пройти вот эту сертификацию, надо постоянно анализы проходить. Мы все равно сделаем так, что анализ там на молоко один раз будет, так? Они все равно будут их, но если, дай бог, не каждый день, так, но все равно там раз в неделю, раз в месяц все равно надо будет анализ сделать. Вот. Поэтому это общая российская политика, направленная на защиту жизни и здоровья людей, но при этом мы должны вот под эту политику подстраиваться, правильно делать у себя решения для того, чтобы защитить своих сельхозтоваропроизводителей и защитить себя в целом. Но при этом, еще раз говорю, абсолютный приоритет – здоровье людей. Портал Улус-Медиа, Кокарева Туяра, главный редактор. Пожалуйста, можно микрофон. Добрый день. У меня такой вопрос. Что для вас стало символом уходящего года детства и года семьи? И планируются ли новые меры поддержки семей и повышения рождаемости в 2025 году? И каковы приоритеты для республики в рамках новых национальных проектов? Конечно же, я горд, что республика в год семьи и в год детства мы сохраняем свои лидирующие позиции в демографической, скажем так, ситуации по Дальнему Востоку. Мы абсолютные лидеры здесь и в части рождаемости, в части продолжительности жизни. При этом, конечно же, есть и вопросы, которые надо нам решать. Тренд на снижение рождаемости, он в целом по стране, и у нас в республике четко выражен, так, мы это видим. И здесь, конечно же, надо принимать новые меры поддержки рождаемости у нас в республике. Я в своем послании сказал, я считаю несправедливым то, что рождение 4-го, 5-го и последующих детей никак государством не поддерживается. И сейчас законопроект готовится, мы его будем выносить в первом квартале в Государственное собрание Ултума. Я надеюсь, на первой сессии они его рассмотрят, в 3 чтениях примут. И с 1 января обратным счетом он начнет действовать. О том, чтобы 4-е и последующие дети в семьях, которые родятся, они имели возможность получения материнского капитала, республиканского, плюс, дети столетия они сейчас получают, так, в итоге 433 тысячи рублей по сегодняшним расчетам на 4-го и последующих детей мы уже будем такой капитал семьям выдавать. Вот если по республике смотреть, речь идет о более чем 2000 детей. Вот по этому году у нас уже свыше 2100 детей, это которые в республике родились, из 10 с лишним тысяч детей. То есть каждый 5-й ребенок – это ребенок, который родился в 4-м и последующем своих семьях. Вот. Это большой, на самом деле, такой, я считаю, резерв, возможность. Ну и, конечно же, людям, семьям, которые решаются на рождение 4-й и последующих детей, конечно, поддержка нужна. И со стороны республики она будет оказываться. Это вот такое основное, на самом деле, оно достаточно емкое с точки зрения финансов решение, так, но я считаю, что оно абсолютно нужно, и мы его обязательно примем и будем реализовывать. Далее, конечно же, мы должны поддерживать систему многофункциональных семейных центров, которые у нас в республике появились и хорошо себя зарекомендовали. У нас их на сегодняшний день было 3. Вот сегодня открыли 4-й в Бургонцах у Солданского улуса. Всего у нас планируется в ближайшее время 11 районов такие центры открытия. Тоже себя хорошо показали, как раз в первую очередь для работы с семьями, с матерями, с детьми, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Конечно же, инфраструктура социальная, она будет и дальше строиться, развиваться. Это и образование, это и социальная поддержка, это и здравоохранение. Здесь работы у нас хватает. Но при этом еще раз хочу сказать, что у нас республика в этой части, наверное, тоже один из лидеров страны. В этом году у нас 66 крупных социальных объектов будет введено, вводится и будет введено. Вот сегодня мы одновременно 9 таких объектов по республике открыли. В самых разных ее уголках, начиная там с севера, заканчивая нашими южными районами. И
уверен, что несмотря на все трудности, вот социальная инфраструктура тоже будет пользоваться всесторонней нашей помощью. Ну и еще раз говорю, главная наша задача – это чтобы Республика Саха-Якутия оставалась лидером как раз демографии. Я абсолютно согласен с нашим президентом, что результат работы любого руководителя, субъекта, он, конечно, должен этим измеряться. Растет ли количество населения на его территории или оно уменьшается. Вот. И в Якутии здесь за последние годы замечательные достижения. Мы преодолели миллион человек, но преодолев, не остановились, идем дальше. Нас, я в своем послании говорил, на 1 декабря было уже 1 7500 человек. Уверен, что мы и дальше будем население республики нашей расти. Вопрос, пожалуйста, от коллег информационного агентства «Саха-Ньюс». Кузьмина Елена. Пожалуйста, ваш вопрос главе республики. Добрый день, Александр Сергеевич, добрый день, дорогие коллеги. Значит, мой вопрос такой, что весной этого года вами был издан указ об ограничении трудовой деятельности мигрантов, по-моему, по 10 позициям. В 2025 году действие этого указа будет продолжено? Ну, если очень коротко говорить, да, будет продолжено. Так? Но здесь я хочу все-таки шире сказать, коллеги, вопросы миграционной политики, они, конечно же, для нас всех всегда достаточно остро стоят. Вот, я разделяю мнение людей, что миграцию надо ограничивать, она не должна быть бесконтрольной. Вот, слава Богу, что в стране сейчас принят вот за последнее время целый такой пакет законов, связанных с упорядочением работы в области миграции. Мы его будем здесь тоже жестко уже внедрять, вот, начнет он работать. Уже сейчас правоохранительные органы, надзорные органы большую работу здесь за последние месяцы провели. Большое количество нелегальных мигрантов было выявлено, выдворено за территорию нашей республики, в целом страны. Здесь также я считаю, что работа улучшится в связи с тем, что мы вводим и улучшаем условия работы в целом по миграционной службе. Многие решения приняты на федеральном уровне, здесь в республике мы помогаем. Строят, также мы делаем уже более жесткий сейчас контроль по аэропортам, по железнодорожным нашим путям сообщения, по автомобильным дорогам. Вот сейчас нервный будет пункт восстанавливаться как раз на въезде в районе Нервы для того, чтобы вот этот весь трафик, который идет в республику, в том числе и миграционный, по земле он тоже будет под контролем. И здесь, еще раз говорю, мы должны достаточно жесткую такую миграционную политику проводить. Мой вообще подход, что мигранты, они должны приезжать, так работать. Но у нас реально нехватка по многим отраслям, она есть. Она была всегда, вот, начиная со строительства. Да? Но при этом люди должны приезжать и работать, и уезжать. Приехали, отработали, уехали. Да? А у нас, к сожалению, бывает зачастую так, что оседают, живут, но ладно, оседают, живут, так они же, многие же еще и к законам нашей страны относятся достаточно так, вот, мягко скажем, не до конца их понимают. Уж не говоря о том, что у нас таких случаев не было, к счастью, да, но то, что во многих школах и так далее целые классы там в центральной части и других регионах из детей мигрантов, которые вообще и по-русски не говорят, как выясняется, да? Ну, это, конечно, такая прямая явная угроза. И мы здесь такого не допустим. 214, Пахомов Алексей. Александр Сергеевич, вот такой вопрос, да? Сейчас много говорят о том, что у нас не хватает рабочих рук, у нас стройка в сельском хозяйстве и так далее, да? И при этом у нас, в принципе, молодежь не хочет туда идти. Ну, это ни для кого не секрет, да? Ну, вот у меня вот технический такой вопрос, наверное, да? Что сделать для этого надо? Вот сейчас, вот, к примеру, АГАТУ, я вот недавно с ними общался, говорят о том, что им хватает, к примеру, материально-технической базы, да? Просят обновления, чтобы Минсельхоз как-то помог, к примеру. Ну, или коммунально-строительную технику у нас тот же самый, да? Может быть, есть смысл там, но чтобы студентам в будущем уже говорили о том, что у вас будут рабочие места, к примеру, в том же РИО, там, республиканская ипотечная агентство и так далее, ну, как бы, для того, чтобы заказы были уже. И вот по АГАТУ еще такого у меня, как бы, мысли, предложения, не знаю, да.
К примеру, может быть, какие-то гранты сделать для выпускников АГАТУ, чтобы они там приходили там, и знали, что когда они закончат, выпустятся, они получат деньги там, на основании своего фермерского хозяйства, еще что-то такое. То есть это же будет обосновано все-таки. Когда готовился к посланию, достаточно большой массив информации обработан. У нас на сегодня по республике официально 9,5 тысяч заявок от работодателей на трудовые ресурсы. Причем 3,5 тысячи из них на добычу полезных ископаемых. Заработная плата от 150 и выше. Там есть вакансии на 300-350 тысяч рублей. Вот. У нас людей нету. Вот все, вот ты говоришь, молодежь не идет, да? Ну, у нас нет этой молодежи, которая без работы ходит и хочет работать, но ей не дают возможность. Понимаете? Не то, что для сельского хозяйства. Вот у нас сейчас не хватает, у нас реально вот сегодня, вот, ну, на 1 декабря, я думаю, что именно сегодня, есть вакансии по 350 тысяч рублей в месяц рабочей специальности. Вот. И здесь вот как раз вопросы повышения производительности труда, я так назову, да, повышение условий труда, они, конечно, очень важны. В том числе, вот вы говорите, и сельское хозяйство, конечно, в сельском хозяйстве, в малых таких вот хозяйствах мы никогда не добьемся того, чтобы молодежь туда с радостью шла. Молодежь и вообще люди туда пойдут, если мы создадим современные товарные производства. Вот в Тулагино же Союри создали, там 80 с лишним человек работает, люди туда идут работать, идут. Работа непростая, она сильно тяжелая, так? Но идут, потому что условия хорошие, производство само. И вот мы пока в сельском хозяйстве не будем это добиваться, знаешь, вот, гранты на фермерское хозяйство, они нас не спасут. Человек, в этой части. Тем более выпускников АГАТУ. Вот. Мы, если готовим людей с высшим образованием, конечно, они должны нацеливаться на работу в высокопроизводительных, эффективных хозяйствах, которые мы должны создавать и уже их непосредственно не готовить. Я согласен с вами, что и в строительных, и в коммунальных отраслях мы также должны работать. Но там, кстати говоря, нехватка кадров. Вот, выпускник там строительного техникума или уж ИТФ в тот же РИА с ногами, руками оторвет сейчас. Сейчас они должны будут запускать в январе месяце считайте, новую линию домостроительного комбината. Новые ТСК, они, конечно, с применением современных технологий это гораздо компактнее, чем раньше ДСК делалось, да, но по мощности они немногим будут уступать старому ДСК, зато это будет в одном из многих цехов ДСК сейчас размещаться. И, конечно, там нужны люди, которые как раз умеют работать и с программными продуктами, и с современными технологиями. Сейчас штат набирается все наши местные. Вот. И поэтому я вот считаю здесь, что, конечно же, мы должны здесь поддерживать подготовку кадров, я с вами здесь согласен, что АГАТУ, что техникумы наши, но, конечно же, мы их должны готовить для работы на современных, высокоэффективных, высокопроизводительных производствах, а не на производствах, там, знаешь, середины 20 века. И считать, что молодежь туда наша с удовольствием пойдет. Олег Леонидович Желнин, где-то здесь, вот, Олег Леонидович, да, галстуки непривычные просто. Счет редактор, точка взаимодействия, пожалуйста. У меня вопрос касается земельного контроля. Недавно я проводил интервью с прокуратурой Якутии. Хотелось бы узнать, будет наращиваться контроль за земельными участками, за землей республики. Ведь это сложности для нашего населения. А наше население, она, честно говоря, образ жизни, земельный участок для них все. Если там будет порядок, то и у людей будет порядок. Спасибо, Олег, за такой серьезный и простой вопрос. Конечно же, здесь надо нам работать в нескольких направлениях. С одной стороны, вот сегодня идет большая работа по кадастру, по включению вот всех земельных участков в единый государственный кадастр вот этой земли. Насколько я знаю, мы по республике пока процентов 35 выполнили того, что должны сделать. Республика огромная, земельных участков много, людей мало. Эта работа на самом деле просто сами по себе очень дорогие, так, если смотреть в масштабах всей республики. Вот. И пока вот более трети сделано, но еще дальше работать.
Вот. Конечно же, большой пласт проблем, он связан с нашими крупными населенными пунктами. Не только с горным Якутском, но и с другими, да, где у нас и еще с советских времен вот ошибки формирования земельных участков, к сожалению, приводят к очень порой, не побоюсь этого слова, таким тяжелым и конфликтным ситуациям бытовым, но и к судебным разбирательствам, к решениям, которые потом очень тяжело сказываются на жизни и судьбах людей. Здесь, конечно же, очень большая работа – это муниципальных органов власти. У нас землеустроители есть в каждом муниципалитете. Так, специально в свое время такое решение было принято. У нас в крупных городах под это дело созданы отдельные департаменты. Но, к сожалению, сказать, что с каждым годом становится людям удобнее в этой части, мы, к сожалению, не можем. Порою даже есть ухудшение. Вот я недавно Евгению Николаевичу говорил, главе города, по городу Якутску количество жалоб, к сожалению, начало опять увеличиваться по земельным участкам, причем по случаям такие, знаешь, крупного мошенничества, незаконного оформления участков и так далее. Но самое громкое вот по Саталу, наверное, вы все прекрасно знаете, да, когда у нас сотни людей сейчас числится потерпевших. Поэтому здесь ничего нельзя другого придумать, да, нежели чем, еще раз говорю, более ответственно относиться всем к своей работе, именно тем, кто у нас ответственен за земельные вопросы, начиная от Министерства имущественных земельных отношений, заканчивая уже землеустроителями в малых населенных пунктах. Вот, это раз. Второе, конечно же, вот та программа автоматизации, которая по стране идет, она неизбежно приведет здесь к улучшению. Она уже приводит к улучшению. По тем, которые уже введены кадастры, там практически уже вопросов, я считаю, что таких серьезных быть уже не может. И эту политику в стране проводит, и дай Бог, еще раз говорю, в скором времени она, в том числе, у нас будет завершена оцифровка. И это дает в том числе возможности уже для тех же муниципалитетов получать реальную выгоду от использования своих земельных участков. Я главам все время говорю, вы землю используете как ресурс. Ресурс для пополнения своей доходной части. У нас же как, многие же считают, что это вот все, вот оно есть, и оно вот должно лежать, никуда не уходить. Да? Но мне же, опять же, наши малые предприниматели жалуются, что получить землю в некоторых муниципальных образованиях стало сложнее, стало труднее. Так? Причем, к сожалению, это тоже понятно, любой чиновник может в этой части, там, пользуясь, опять же, несовершенством нормативно-правовой базы, не оформлением земельных участков, там, барьеры выстроить выше, выше некуда, так, не получится. Но на самом деле надо, наоборот, более активнее это все использовать, чтобы наши жители вот эти земельные участки использовали. Вот. Здесь не надо бояться. Помните, когда вот этот дальневосточный гектар раздавали, какие здесь были? Ой, да там приедут, все там с южных регионов, всю землю нашу заберут, там, мы здесь, они останемся там без земли, без скала, без двора. Слушайте, у нас в случае получения земельных участков по дальневосточному гектару жителями других регионов, они у нас вообще единичны. И чаще всего оказывается, что это опять же выходцы из нашей республики, которые хотят здесь какую-то связь с родиной оставить, и вот дальневосточный гектар берут. А вот так, чтобы откуда-то приехали, чтобы нас взяли, еще раз говорю, это вообще единичный случай, крайне редко. Вот. Поэтому здесь бояться не надо наоборот более правильно этим всем пользоваться, управлять этими процессами, чтобы это все шло организованно, правильно, чтобы оформление было нормально сделано, чтобы люди потом не страдали, ну и республика потом развивалась. Это Нина Владимировна, Никифорова, Тайгопост. Вопрос из политического блока. Как вы относитесь к отмене прямых выборов? Ранее вы неоднократно высказывались против. Может ли это коснуться других муниципалитетов? И везде наблюдается кадровый дефицит, потому что срок полномочий глав ограничивается волей депутатов или же главы субъекта. И в связи с этим везде видно, отсутствует скамейка запасных. Не считаете ли вы, что Якутия может тоже столкнуться с такой же кадровой проблемой на фоне того,
как прокуратура ужесточила свою позицию, повсеместно требует вынести вотум недоверия главам муниципальных образований. Ну и надзорные проверки по собачьему вопросу тоже не вселяют уверенности. Сейчас даже с кандидатами разговариваешь, которые проиграли, они говорят: свят, спасибо Богу, админресурсу или Единой России, то, что мы проиграли, и вот, мы уже больше не пойдем на выборы. Ну, такие разговоры уже есть. Спасибо. Сложный вопрос, вы подняли, да, и он у вас, вот внутри него как раз вот это противоречие самой этой темы, оно очень ярко прозвучало. Во-первых, я, конечно, в свое время говорил и много раз выступал о том, что выборы прямые надо сохранить. Это, но время-то с тех пор изменилось. Мы живем в условиях сейчас уже совсем другой страны. Мы живем в условиях уже даже не давления, мы живем в условиях войны, которую нам западные страны объявили. Она уже не то что не объявленная, да, она практически объявленная, уже ракеты к нам летят западные, так направляемые военными НАТО. Корабли наши взрываются в международных водах, да, по каким-то причинам. И здесь, конечно, внутри страны мы сейчас должны максимально быть мобилизованы и максимально сосредоточены. И это не закончится с окончанием специальной военной операции. Это всерьез и надолго. Вот эта вся внешняя санкционная история, внешнее давление. У многих иллюзий, что вот завтра война закончится, и опять все вернется обратно. Ничего не вернется. Мы уже точку невозврата в отношениях с нами Запад сам перешел уже достаточно давно. И сегодня в условиях, когда, опять же, вся законодательная, нормативно-правовая база нашей страны построена под определенную систему работы взаимодействия муниципальных властей органов государственной власти, когда у нас Конституция изменена была, и муниципальная власть, и органы государственной власти сейчас организуют единую систему публичной власти, вот, то я считаю, что избрание глав через волеизъявление депутатов, избранных тем же населением, оно на самом деле не противоречит никаким там основным демократическим принципам. Во многих странах мира так избирают. И не только глав муниципалитетов, но и более высоких руководителей. И сегодня еще раз отмечу, что у нас в стране, ну, если не ошибаюсь, только в 4 административных центрах субъектах глава избирается через выборы населением, во всех остальных это через волеизъявление депутатов. И что у нас в 80 с лишним административных центрах стало жить хуже? Вот. Судя по отзывам жителей, знаете, ну, точно не хуже, а у многих лучше даже стало. Вот. А вот, к сожалению, те, кто у нас, вот мы остались выборами, да, ну, почитаешь отзывы населения, ну, сказать, что там все шикарно, супер, хорошо, но, к сожалению, никак не могу по этим нашим оценкам. И здесь, еще раз говорю, вот в условиях вот сегодняшних, и которые будут продолжаться, вот отход от, в этой части вот, именно выборов через население в сторону выборов через депутатов, которых избирает население, я считаю, что оправдан. Вот. Ну, сейчас пришло решение, Якутской городской думы госсобрание его будет рассматривать. Я думаю, что они решение примут, которое потом вот, уже в сегодняшних условиях можно будет реализовать. Что касается дальнейшего вот это распространения на другие муниципальные образования. Здесь есть несколько вопросов. Это вопросы о двухуровневой системе местного самоуправления. Насколько она оправдана вот в сегодняшних наших условиях для Республики Саха-Якутия. Вот те вопросы, о которых вы сейчас сказали, начиная от пресловутого собачьего вопроса, да, заканчивая вопросами, которые прокуратура ставит перед главами муниципальных образований, точнее перед районными советами и наследственными советами об удалении глав, да, они как раз происходят из того, что у нас не хватает компетентности, особенно на низовом уровне.
У нас нет этих людей даже сегодня при том, что мы выбираем их народным волеизъявлением. У нас нет там скамейки запасных. От того, что мы поменяем систему избрания, скамейка на уровне наследников, она не вырастет. Вот. Полномочий у них много, но, к сожалению, об ответственности мы многие годы как-то так не задумывались. А сейчас, особенно в условиях более жесткого контроля со стороны государства за использованием бюджетных средств, за исполнением федеральных законов, региональных законов, вот начинают возникать вопросы, которые прокуратура обоснованно ставит перед главами муниципальных образований, будь то на уровне наследников, будь то на уровне района. Есть нарушение закона, значит, ты должен, как прокуратура трактует, покинуть свою должность. Я с прокурором республики достаточно часто встречаюсь, мы обсуждали этот вопрос. Я считаю, что они все-таки здесь немножко поторопились. Есть несколько методов, воздействия со стороны прокуратуры, и удаление в отставку. Это самое последнее. Там еще можно было и предупредить, можно было просто человека профилактировать, чтобы сказать, что у тебя есть ошибки. Но просто я, в отличие от вас, я просто знаю весь массив этих нарушений. Да? И он не связан там, как многие считают, с хищениями, с воровством, с коррупцией. Они в основном, 99%, связаны с тем, что люди просто не умеют работать на том уровне, на котором должны работать главы муниципальных образований. И допускают ошибки. Причем иногда просто смешные ошибки. И обоснованно во многих субъектах, похожих на наш субъект, они пошли по пути как какому. Они согласились с моделью одноуровневой муниципальной власти, когда муниципальная власть есть на уровне районов, это названо муниципальными округами. Вот. А на уровне своих сел, поселков они сохраняют власть муниципальную, но это назначаемый чиновник с районного уровня, который называется глава такого-то поселка. Он просто назначен, он не избирается ни районным советом, ни местным советом, он работает как назначенный чиновник. Да? Но исполняет все эти функции, которые исполнял раньше на месте избранный глава, просто ответственность уже за его деятельностью на районном уровне. На районном уровне, конечно, легче найти специалистов, которые будут эту работу делать, контролировать, в конце концов, так исполнение тех или иных законов, не допускать грубых нарушений. Вот. Я считаю, что с этой точки зрения для нашей республики переход на одноуровневую систему наверняка более оправдан. Я уж не говорю про финансы, по финансам он точно гораздо выгоднее. Да? Он даже с точки зрения управления и улучшения качества управления на той или иной территории он лучше. Вот вкратце так. Посмотрим, как законодательство будет сейчас видоизменяться. Я на эту тему достаточно много и совещаний провожу, и встреч провожу. Поэтому будем смотреть и на федеральные налоги, которые в законе сейчас должны быть обязательно, а закон будет принят в 2025 году. Ну и те мнения, предложения, которые есть у нас и с мест, мы тоже обязательно учтем. Мария Николаевна Христофорова, парламентская газета, пожалуйста, ваш вопрос. Согласно вашему посланию, Сергей Сергеевич, нашему парламенту, и тот посыл, который от вас прозвучал, вернуть медицину в школы, мне кажется, найдет отклик очень многого у большого родительского сообщества. Давно пора, вопрос назрел. И второй вопрос касается активного долголетия. Тоже вопрос, который вы поставили, это средняя продолжительность жизни к 2030 году 80 лет. Слушая и слыша людей, я ставлю задачи, которые считаю важными и справедливыми. Возвращение медиков в школы – это запрос общества, который я сейчас транслировал через свое послание нашему правительству, чтобы они этот вопрос решили. Как они решат, какой будет межвет, какие там будут решения приниматься. Вы знаете, по большому счету, это их работа. Пусть думают и пусть решают. А то у нас, к сожалению, многие министерства, не скажу про Министерство образования и здравоохранения, так, к ним, наверное, относятся в меньшей степени,
Но они все считают, что вот им должны сверху принести, разжевать, отдать, и после этого, может быть, они еще сделают. И не только министерства, и учреждений у нас, к сожалению, и бюджетных, и всяких ОНО и так далее, таких хватает. И на уровне муниципалитета, и на уровне республиканской федеральной власти. Вот это неправильно. Вот. Это раз. Второе. Что касается активного долголетия. Конечно же, когда мы говорим о увеличении продолжительности жизни, а она у нас реально сейчас высокая, неплохая, выше, чем по стране, выше, чем по Дальнему Востоку, почти на 3 года. Никогда такого не было, и вот у нас такие достижения последних лет. Я все-таки больше и больше ставлю задачу, чтобы мы говорили в том числе и про активное долголетие. Чтобы человек не просто жил, доживал, да, а чтобы человек активно жил, был социально активным, не только помогал там внутри семьи, воспитывать внуков, правнуков, но и также имел возможность там участвовать в различных общественных мероприятиях, каким-то образом даже раскрывал новые свои таланты. Вот. И вот здесь есть примеры многих районов, которые очень хорошо в этой части работают. Вот тот же Горный район, молодцы. Вот, поэтому они вот этот грант и получили. Конечно же, явно назрела проблема создания центра активного долголетия здесь, в Якутске. Вот. Я просил уже в 25-м году его, в конце 24-го, даже в начале 25-го года его создать, но правительство в силу разных причин просит меня разрешить им это сделать в 26-м году. Михаила Стручкова, руководитель автономного учреждения «Саха-Печать», который объединяет все районные издания. Пожалуйста. У меня вопрос относительно тарифов на авиаперелеты детей. Как будет у нас в республике с нашими якутскими авиакомпаниями? Что касается тарифов по Якутии, по полярникам и по авиакомпаниям РОС, по полярникам и по Якутии действовали скидки для детей от 30 до 50%, они уже были. И с 9 января следующего года у нас для детей от 2 до 12 лет будет скидка 50% и по Якутии, и по полярным авиалиниям, и по компании «Ларус». Это раз. Второе, чтобы все понимали, вот если человек покупает субсидируемый билет, то на них, конечно, эта скидка не распространяется, потому что субсидируемые билеты там от 50 и выше субсидируются. Вот. Но что касается несубсидируемых билетов, там еще раз говорю, для детей от 2 до 12 лет скидка 50% с 9 января. Тихонова Лена, информационное агентство «АБ Якутия». Как у нас в республике руководством Якутии ведется, какая работа ведется и планируется в 2025 году, в следующих годах по усилению и даже, может быть, ужесточению контроля за качеством строящихся объектов. Что касается вообще вопросов качества строительства и в целом строительства. Вот я и в своем послании в этом году был вынужден уже на эту тему отдельно остановиться. У нас большое количество объектов не вводится в срок вовремя. Мы и так сейчас вводим рекордное количество, да, но могли бы еще больше вводить. И значительная часть как раз вот этих переносов, она связана с какими проблемами? С тем, что изыскания были проведены неправильно, и в ходе стройки находятся, ну, скажем так, линзы растекления грунтов, которые не позволяют строить высокие здания, и мы вынуждены проводить комплекс достаточно дорогостоящих мероприятий по укреплению грунтов. Иногда даже это не помогает, и мы вообще вынуждены менять участки земельные, так, это вообще снос вправо на 2-3 года. Значит, вообще в целом проведение более-менее нормальных строительных работ. Очень часто, к сожалению, проект оказывается некачественным, и в ходе стройки начинается перепроектирование, что тоже, опять же, к сожалению, не улучшает ни качество, ни
уменьшает сроки стройки. Вот. А в некоторых случаях есть вообще проектные решения, которые рано или поздно вот начинают давать о себе знать. В случае с газпромовским объектом, там контроль был газпромовский, так, республика здесь уже приемки только, непосредственно уже приемки объекта только участвовала. Конечно же, судя по всему, были ошибки, связанные с растеплением грунтов, которые не было вовремя выявлено в ходе стройки, под чашей бассейна, которое дало о себе знать. Надеюсь, все это будет устранено и бассейн нормально будет работать в последующем. Что касается КОСа для Вестяха, там, конечно же, явно вопросы не были учтены с спецификой этого объекта. У нас, к сожалению, пока КОСа вообще в районных центрах, вообще населения так много таких КОС. И я помню, когда еще в Чарапчево были первые КОС, тоже были сначала проблемы, да, которые потом были решены. Сейчас появляются проблемы. Вот здесь просто-напросто стоки, которые привозили, они, пока их привозили, они уже охлаждались, так как сам по себе приемник был не очень большой, там это охлаждение продолжалось, и, грубо говоря, все в конце концов замерзло. Насосы вышли из строя и замерзли. Сейчас там ряд проектных решений уже найден. Вот. Сумма, к счастью, этих работ не очень большая. Район ее должен за свой счет провести. И уверен, что задача справится. Но для того, чтобы, конечно, в последующем такого не было, надо контроль не то что ужесточать, надо контроль качественный. И самое главное не то, что контроль. Проекты надо правильно делать и изыскание проводить тоже правильно. Поэтому, опять же, если вы послание слушали, может вспомнить, я там отдельный абзац специально отметил, что правительству необходимо создать или преобразовать нынешние какие-то учреждения и создать современный такой проектный институт, который бы совмещал в себе и опыт изыскательский, и современные цифровые уже технологии по проектированию, которые не будут, скажем так, позволяет допускать такие ошибки, которые, к сожалению, сегодня выявляются. Вот, потому что какие ошибки выявляются, я здесь расскажу, то ли смех, то ли грех. Объекты иногда проектируются и проходят, главное, госэкспертизу еще, умудряется. С такими ошибками там волосы дымом стоят. Потом исправляются, но опять же, это же время. Это человеческие ресурсы, это финансовые, в конце концов, ресурсы, материальные, трудовые ресурсы. Вот, поэтому в первом квартале, я надеюсь, такое решение будет принято. Там у правительства и у строительного блока, на мой взгляд, вполне себе хорошие такие подходы есть, которые без лишних дополнительных бюджетных вливаний позволят этот вопрос решить. Матрена Кондратьева, главный редактор газеты «Якутия». Ежегодно вы в своем послании делаете акцент на качестве образования. Как известно, мы должны попасть в топ-15 регионов с хорошим качеством. Давайте по качеству образования. Да? На самом деле это очень больной для нашей республики вопрос. Коллеги, я всегда говорил и буду говорить, что в руках наших учителей будущее нашей Якутии. От того, какое образование получат наши дети, вне зависимости от того, в Якутске они учатся или в самом далеком нашем Арктийском поселке, реально зависит то, какой будет выглядеть Якутия лет через 20-30. Мы вложили за эти годы колоссальные средства в инфраструктуру образования. Сейчас не скажу точно, но порядка 180 объектов мы построили и ввели. Школы и детские сады. Никогда так активно объекты образования не строились. Причем, еще раз говорю, начиная от малых сел, заканчивая городом Якутском. Конечно же, при этом мы ожидаем, что и качество образования вырастет соответственно этим вливаниям. Но, положа руку на сердце, у нас так не происходит. Причем проблема образования, она не только в удаленных поселках, она у нас и в городе Якутске. Если вы считаете, что качество образования в городе Якутске лучшее в республике, коллеги, я вас вынужден разочаровать, это глубочайшее заблуждение. Мы на эту тему уже неоднократно достаточно уже
подробно разговаривали с Министерством образования, с управлением образования города Якутска. Вот. Меня абсолютно не устраивают вопросы с качеством образования здесь и в Якутске, ну и в ряде населенных, таких крупных наших населенных пунктов, куда сделаны колоссальные вложения, но еще раз говорю, качество хромает. Дефицит учителей, о котором вы сказали, он, к сожалению, не только в Арктике, он у нас и здесь, в городе Якутске. При этом, чтобы все равно поддерживать части строительства зданий для школ, потому что реально, особенно в центральной части города, переполненность большая. И объекты обязательно будут строиться. Новые кварталы строятся, там школы нужны. Я вот считаю, что корень, наверное, зла в том, что система вообще в целом управления образованием нашим, да, система ее функционирования, она где-то вот в 90-х годах сформировалась, и она с тех пор сильно не меняется. У нас огромный административно-управленческий аппарат. У нас, вот если посмотреть соотношение вот АУПа к количеству учителей, то он у нас гораздо выше, чем в других субъектах. Мне говорят, ну вот у нас есть как раз маленькие школы и так далее, это объективно. Вот если даже их мы в сторону уберем и рассмотрим только крупные наши населенные пункты, города, районные центры, там такая же ситуация. Уже несколько раз и в послании, в том числе, я говорил о создании территориальных образовательных комплексов. Но вот в городе Якутске есть идеальные целые кварталы. Вот тот же 203 взять, где несколько школ, несколько детских садов, вот 202, 203 взять. Ну, расстояние между ними, не километров, сотни метров. Но создайте один вот комплекс с единым административным аппаратом, хозяйственным аппаратом, а высказывающиеся деньги давайте направим на учителей, на улучшение образовательной деятельности. Хорошо, хорошо, да, и в конечном итоге это вот где-то не на уровне главы, который на самом деле это очень поддерживает, хочет это сделать, я это вижу, но вот где-то на уровне аппарата, на уровне среднего звена это все зажевывается и останавливается. Ой, давайте потом, а у нас сейчас выборы, а у нас там то, у нас второе, третье, четвертое. Да? Коллеги, но у нас поколение за поколением уже вот сейчас начинают люди с недостаточным уровнем образования вот у нас выпускаться. И это потом обязательно скажется. Чудес не бывает. Вот и сейчас, вот, да, и уже сказывается. Мы это тоже видим. Вот поэтому вот этим вопросом, я точно, знаете, буду это уже просто долбить, что все-таки сообразно вложением государства в инфраструктуру, все-таки качество образования нашло. И у нас обязательно вот эта реформа, она должна. Она непростая, это понятно, что у нас там АУП, он сидит твердо, заработные платы у них очень хорошие, да? Реально очень хорошие, но время от времени вы же публикуете их там, добывая разными способами, так? Но реально это так. Вот. И, конечно, никто не хочет от этого отказываться, и держится, и сопротивляется. Но это надо делать в интересах наших детей, в интересах будущего века. Только так. Роману Путкову, нашему коллеге. Добрый день. Вопрос про креативную экономику. Расскажите о горизонтах планирования ее развития и в будущем, какой вы видите ее в идеале, и может ли она составить конкуренцию экономике сырьевой? Креативная экономика Якутии будет развиваться, будет идти вперед. Она реально одна из лучших в стране, по многим направлениям лучшая в стране, это все признают. Многие считают это феноменом, я считаю, это не феномен, просто то, что вот у нас реально в этой части мы смогли вовремя уловить эти тенденции, правильно их подхватить, поддержать, и остальное все сделал талант наших. Я в своем указе от 27 апреля этого года 9 направлений выделил, начиная от кино, заканчивая модным дизайном. И по всем этим направлениям я сейчас вижу, как проектные команды работают, достижения есть, хорошие достижения, серьезные достижения. Но еще раз повторюсь, 20% почти всех призов на международных кинофестивалях этого года, завоеванных Россией, это Якутия. Вот это наши фильмы. И будет ли конкуренция сырьевой экономики? Честно скажу, вы знаете, в этой части, вот части именно вот денежной, может быть,
когда-нибудь это будет. Вот. Но то, что в количестве занятых людей может быть конкурентом в горизонте вот таком уже обозримом, да, там 35-й, 40-й год, я считаю, что вполне возможно. Сейчас у нас 40 тысяч человек работает официально в креативных индустриях. К 30 году мы хотим 75 тысяч уже, чтобы работало. Но и дальше, еще раз говорю, здесь фантазии просто безграничны. Очень много зависит от образования. Как мы наших детей воспитаем, насколько они будут креативно выходить из стен школы, вот реально вот такой результат и получим. Детское издание «Кискилл». Ольга Семенова, пожалуйста. О кадрах мы очень много сегодня говорим, да, и хотелось бы спросить, что делается для подготовки именно педагогических кадров, да. Этот вопрос сопряжен с тем, что недавно в Якутии проводился республиканский этап федерального конкурса «Учитель года». Работало большое жюри, и среди экспертов были дети. И один ребенок спросил, какая должна быть стратегия учителя, чтобы вовлечь, и ключевое слово, всех детей в воспитательный процесс. К сожалению, вот особенно в 90-х годах, наверное, вот это все было заложено, что в школе должны давать только знания. Вот, больше ничего. Поэтому класс приходит учитель, урок дает, знания рассказывает и на этом уходит. Ну, у многих, к сожалению, вот, есть такой стиль. Но на самом же деле учитель воспитывает. Вот. Главная, на самом деле, задача школы – это воспитание. Не только образование, да, но и воспитание. Вот про искусственный интеллект сейчас сказали, да, коллеги, но даже без искусственного интеллекта сегодня все знания можно в наших гаджетах найти, которые раньше, там, знаешь, месяцами работы в библиотеках можно было найти. Сейчас набрал, кнопку нажал, все, у тебя все знания есть. Поэтому ценность знаний вот просто вот как самих таковых, она сейчас нивелируется. Она уже не настолько ценна, вот это знание просто, да, механическое, как это было там лет 20-30 назад. Сегодня ценится самое главное умение мыслить, умение творить, умение подходить к процессам таким образом, чтобы решать какие-то задачи наиболее эффективно и наиболее качественно, в том числе с использованием современных технологий. Вот. И мы должны наших преподавателей этому учить, готовить и в колледжах, и в вузах. Я считаю, самое главное вообще для учителей, оно не меняется на самом деле, не то что с десятилетиями, с веками, наверное, да? Учитель должен своего воспитанника любить. Вот если он любит детей, да, у него все получится. А вот если будет подходить механически, то, к сожалению, даже с прекрасными знаниями, с прекрасным образованием, тут могут быть вопросы. Вот мне очень повезло на учителя. Меня учили, я сейчас понимаю, великие учителя, которые реально жизнь посвятили служению учительству. И благодаря ним я и многие мои сверстники из Верхнеуральской физмашколы путевку большой жизни точно получили из их. Поэтому сейчас очень хорошо понимаем и очень хорошо осознаем. Информационное агентство «Сахалаев». Пожалуйста, Татьяна Бурцева, ваш вопрос. Вот эта трагедия в Чумане, которая произошла, которая поразила не только всю республику, но и страну, я хотела задать такой вопрос. Еженедельные сводки прокуратуры показывают, что штрафуют муниципальные администрации Якутии еженедельно за покусы детей. То есть эта проблема осталась. И я думаю, это не проблема Якутии, она проблема многих северных, сибирских регионов. Как вы думаете, что нужно изменить, какие меры принять на федеральном уровне, чтобы добиться того, чтобы дети не погибали от безнадзорных собак? Конечно же, вот эта трагедия, которая произошла, это вот говорит о том, что, к сожалению, неправильно принятые какие-то нормативно-правовые акты и их просто бездумное исследование, оно рано или поздно к таким трагедиям приводит. Вот. И
те изменения, которые сейчас вот у нас в республике приняты, например, да, по закону были, и которые потом как раз, к сожалению, там оспаривалось в судах некоторыми зоозащитниками, они же как раз были направлены на то, чтобы появился легальный такой механизм решения этой проблемы. Понятно, что да, безнадзорные животные, животных надо любить, их надо защищать. Вместе с тем, я считаю, что абсолютный приоритет человеческой жизни, тем более жизни детей, это приоритет, который не должен подвергаться никакому сомнению. Вот. И если есть вот угроза вот возникновения таких конфликтов, когда человеческая жизнь или человеческое здоровье могут пострадать, конечно, выбор должен быть всегда в эту сторону. И я уверен, что вот этот все равно законопроект у нас будет до конца принят, в том или ином виде, так, республиканский, и в других субъектах они сейчас принимаются, и реальный механизм будет построен. Ну а муниципалитетам при этом не надо просто прятаться за, еще раз говорю, за невозможность реализации своих полномочий, а надо их просто исполнять. У нас, к сожалению, до сих пор случаи, когда вот те же средства, которые через департамент ветеринарии выделяются муниципалитету, они не осваиваются. При этом собаки эти спокойно там бегают. Но еще раз говорю, что просто вот исходя из каких-то благих побуждений принимать законы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, ну, я считаю, что это неправильно. Информационное агентство «Якутия Медиа», Алена Подковырова. У меня вопрос касается транспортной доступности северных и арктических районов. Относительно субсидий, которые вот вы в послании сказали, что нужно сохранить на том же уровне, удастся ли это сделать в таких вот расходах, которые будут в бюджете, получается? Вы знаете, я дал поручение правительству, вы должны исполнить. Если не исполнят, то мы с них спросим. Так? Но я уверен, что задача по обеспечению населения именно транспортной доступности в северных наших арктических районах, она абсолютно приоритетна. Вот это решение, которое я принял, когда мы в разы увеличили субсидирование, довели его до 1 миллиард 100, если не ошибаюсь, миллионов из бюджета, вот по итогу 2024 года такая сумма, она реально позволила кратно увеличить количество людей, которые на севера летают по субсидированным билетам. Это огромная поддержка для них, и она должна быть сохранена. Олег Колесов, команда НВК «Саха». Хочется узнать ваше мнение по поводу транспортной реформы города Якутска, потому что у нас в редакции очень много жалоб поступает. Я, опять же, могу сослаться на свое послание, где я достаточно такой абзац по реформе автобусной выделил. Во-первых, чтобы здесь не было кривотолков, да, автобусная реформа по городу Якутску, она абсолютно назревшая проблема. Ее на самом деле надо было делать раньше. Когда я городом руководил, мы уже подбирались к ее реализации где-нибудь там в 18-19 годах. Почему надо было ее делать и почему она сейчас сделана? Город растет, понимаете, он уже 400 тысяч человек. И, конечно, сеть, вот, которую мы ее там чуть-чуть там корректировали, меняли, она, знаете, невозможно латать бесконечно вот Тришника кафтан. Надо ее достаточно было серьезно изменить. Вот слава Богу, что определенная работа, в том числе научная, вот со стороны города была проведена. Я внутрь вот этих работ погружаться не буду, но еще раз говорю, я доверяю Евгению Николаевичу в этом вопросе. Они заказали работу, работа такая недешевая, была проведена, определенные были предложения сделаны, и реформу они начали проводить. Да? Но при этом, конечно же, допустили ряд таких технических, на мой взгляд, ошибок, которые, к сожалению, вот, привели к определенному негативному резонансу. Во-первых, время. Так, зимой, когда у нас наиболее такой насыщенный период, ну и, извиняюсь, слава богу, сейчас еще тепло, так у нас уникально теплая зима. Кстати, за последние многие уже десятилетия вот такого теплого декабря в Якутии в целом, в Якутске не было. Но все равно это не июнь, не июль. Да?
Вот, то есть временно. Второе, это, конечно же, крайне непростая ситуация с персоналом, когда людей элементарно не хватает, просто не хватает. Да? Вот эти два фактора, на мой взгляд, они, конечно, сыграли такую тяжелую роль в том, что негатив усилился. Реально есть, да? Вот. Я не скрою, я когда это все началось, разговаривал и с руководителями автобусных предприятий, и с главой города. Вот, автобусники мне просто говорят: Александр Сергеевич, при вас 400 автобусов бегало, сейчас 250 бегает. Так, ну, что вы хотите? Вот, когда я у главы спрашиваю, он говорит: ну, зато сейчас автобусы большие. Да? Но при этом, если автобусы большие, то, значит, они же ездят реже. Люди же жалуются, я посмотрел, люди же жалуются в основном на то, что редко автобусы ездят. Интервал стал большой. Вот то, что маршруты поменялись, и так далее, знаете, там вот 50 на 50. Есть те, кто доволен, очень говорят: молодцы, наконец-то эти маршруты появились. Есть те, кто недоволен. Ну, конечно, если рядом с домом у меня автобус останавливался всегда так всю жизнь, а сейчас метров на 100 его перенесли, например, да, то я, конечно, недоволен. Да? Это же понятно. Вот. Но вот самая такая существенная проблема, которую надо решать, это то, что интервал стал большой, а чаще его делать не могут, потому что, первое, хороших автобусов не хватает, а второе, не хватает водителей. Но эти две проблемы надо решать, иначе вот эта вся реформа, она эффекта не принесет. Конечно, это дорого, конечно, это не просто так, но, знаешь, сказать А и не сказать Б, это значит и первое тоже причина. Поэтому я уверен, что здесь город сосредоточится, соберется, так, мы эту задачу решим. Обязательно. Информационное агентство ТАСС «Дальний Восток», на эту сторону. Юлия Бочкарева, пожалуйста, ваш вопрос. В 2028 году планируется реализовать проект «Усть-Куйге», проект атомной станции, первой наземной в мире. Хотелось бы узнать, именно до этого времени планирует ли Якутия готовить кадры и в целом для развития данной отрасли, что планируется сделать в регионе? Да, мы строим уже атомную станцию. Да, мы уже готовим для нее кадры. У нас ребята учатся в филиале МФТИ в Обнинске. У нас в Северо-Восточном федеральном университете мы открыли ряд таких специальностей под атомную станцию. Мы и в дальнейшем будем детей туда направлять и готовить, потому что, конечно, потребность в кадрах там десятки, сотни людей, которые там будут работать на этой станции. Что касается сроков, мы предполагали сначала, что будет 28 год, но тогда рассматривался вариант маленькой станции на 50 мегаватт. Вот в результате той работы, которую на Суросатом провели за последний год, принято принципиальное решение, что нужно строить атомную станцию с двумя реакторами на 110 мегаватт. Ну и, соответственно, на той же площадке, там никаких там переносов и так далее площадок не будет. Но просто так как это уже время, ну, наверное, вот все-таки 30-й год. Нас это устраивает, потому что Кючуйский проект, он тоже должен выйти на свою уже вот такую рабочую мощность к 30-му году. А он как раз у нас является базовым потребителем той электроэнергии, которая на атомной станции малой мощности будет вырабатываться. Ирина Ивановна Гоголева, руководитель филиала ГТРК. Вот хотелось бы узнать, как сейчас развивается Северный морской путь и какое участие принимает в нем Якутия. Что касается Северного морского пути, конечно же, это важнейший проект нашей страны. В этом году уже порядка 40 миллионов тонн по нему будет провезено. Есть планы дальше увеличивать до 100, до 200 миллионов тонн провоз по Северморпути. Конечно же, это требует развития инфраструктуры береговой. Ну и, конечно же, это повлечет за собой развитие самой прибрежной полосы вдоль Северного морского пути с точки зрения развития различных проектов. В первую очередь, конечно, сырьевых проектов. Вот. Что касается сырьевых проектов по Якутии, это, конечно, вопрос немножко отдаленный. Ну, чтобы давали большую загрузку Северного пути, это значит, мы должны или углеводороды, нефть, газ добывать, или должны добывать уголь. Да? Ну, пока у нас и то, и другое только в стадии изучения. То есть, через некоторое время, я уверен, положительные результаты будут, но это все-таки пока такой среднесрочный
горизонт планирования. Что касается береговой инфраструктуры, то здесь, конечно же, мы играем очень важную роль, потому что между Диксоном, скажем так, и Певеком, это расстояние почти 3500 километров только по морю, да, ну, крупных портов нету, кроме нашего Тикси. Вот, и поэтому сейчас предлагается вот агломерация Тикси-Найба со строительством глубоководного порта в Найбе. И в Тикси должна быть построена такая, знаете, база, аварийно-спасательная база флота, в том числе и с отделением ФМБА, вот, Федеральное медико-биологического агентства, всех других соответствующих служб. Вот буквально вчера мы на комиссии по развитию Арктики в Андрея Владимировича Чибиса очень активно рассматривали вопрос участия министра МЧС Куренкова, других федеральных министерств ведомств. Конечно, средств в бюджете не хватает, но мы уверены, что в ближайшую пятилетку этот проект должен быть реализован. И реально там крупный аварийно-спасательный центр с медико-биологическим агентством, также отделением, он должен быть построен. И это реально тоже очень нужно для Северного пути. Ну и в целом, конечно же, я считаю, что и с точки зрения доставки грузов, логистики Северного завоза, для Якутии это будет тоже очень такое серьезное положительное значение. Давайте слово дадим нашему главному информационному агентству ЕСИА, главный редактор Андрей Никифоров. ЕСИА регулярно писала в этом году о работе Госсовета по энергетике, который вы возглавляете. Понятно, что Госсовет решает вопросы федерального значения, но я, как житель Якутии, хотел бы задать вопрос. Ваша работа в Госсовете позволит какие-то вопросы, именно касающиеся Якутии, решить в первостепенном порядке? Энергетика для страны, она имеет колоссальное значение, от него зависит жизнь реально всех живущих здесь в стране. Это и промышленность, это и социальная сфера, это наши дома, это вот свет, тепло в домах. Проблем выше крыши. Я, честно говоря, не ожидал, что в энергетике такая огромная масса проблем у нас накопилась. Вот. И сейчас, конечно, мы очень активно работаем. У меня в комиссии 136 представителей регионов, федеральных органов власти, 17 глав регионов. Сами вошли туда. У нас все совещания проходят очень активно, очень бурно. Вот последний я провел 23-го по промышленной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса. Мы думаем, предновогоднее настроение у всех, там за час управимся, в итоге через 2 часа еле-еле закончили, так и то в конце я уже всех резал выступающих по 2-3 минуты только давал. Это говорит о том интересе, который к работе комиссии есть. Мы реально делаем, у нас комиссия рекомендательного характера, мы рекомендуем те или иные решения, но они министерствами, ведомствами очень серьезно рассматриваются, принимаются, и не только министерствами, ведомствами, но и предприятиями. И, конечно, вот те вопросы, о которых вы говорили, и снижение аварийности в электросетевом хозяйстве, и вопросы тарифообразования, они не только для Якутии, они, поверьте мне, для многих других субъектов аналогичны. И вот как раз наша задача, вот как раз собрать проблемы, которые волнуют многие субъекты, их подготовить, какие-то пути решения свои выработать и предложить уже после обсуждения нашей комиссии для решения правительству страны или крупным энергокомпаниям, компаниям топливно-энергетического комплекса, машиностроения энергетического. Поэтому работу много будем дальше заниматься, в том числе, конечно, с призмой и Дальнего Востока, и нашей республики. Денис Адамов, Якутия-Инфо. Вопрос касательно недропользователей. Известно, что у нас в республике существует многих так называемые социальные контракты. Мы посмотрели, есть хороший документ, называется рейтинг недропользователей, который вы еще утвердили, если не ошибаюсь, в 2019 или 2021 году. Там прописаны достаточно такие хорошие условия для предпринимателей, чтобы крупный бизнес делал заказы. Кстати, для СМИ тоже, чтобы недропользователи работали с местными СМИ, такое условие, кстати, в этом указе, в этом распоряжении есть. Но это ваш рейтинг недропользователей, который, кстати, вы предложили.
он фактически сегодня уже не исполняется. У нас вот таких соглашений с крупными, я так скажу, недропользователями уже порядка 40 по республике, а если считать с муниципалитетами, с муниципальным образованием их уже около 100. Вот, раз. Во-вторых, за последние годы мы достаточно неплохую уже систему работы выстроили. Я не соглашусь с тем, что это разовые решения. Они у нас на постоянной основе. Вот та же Эльга, тот же Нордголд, та же Роснефть и другие компании, они уже работают на основании этих соглашений на постоянной основе. То есть это решения, которые они выполняют по оказанию той или иной поддержки республики, это уже на ежегодной основе. Вот. Та же Эльга, она сейчас, например, по 150 миллионов рублей в год перечисляет через фонд будущих поколений. Половина идет на мероприятия на территории Емельянского района, а половина уже на территории республики, в том числе вот поддержка молодежного фестиваля «Мусустан». Но при этом та же Эльга, например, она за счет собственных средств уже акционеров сейчас финансирует строительство под Якутском, в районе Жатая, вы же знаете прекрасно, огромного образовательного комплекса. Его площадь, знаете, 60 с лишним тысяч квадратных метров. Вот. Огромный комплекс, он стоит, я сумму здесь озвучивать не буду, десятки миллиардов рублей, которые финансируются, еще раз говорю, из частных средств акционеров компании. Вот. И в дальнейшем эта школа будет, например, содержаться, они говорят, только исключительно за их счет. А учиться там будут наши обычные дети. Там никаких спецнаборов и так далее не будет. Там как раз дети Жатая, Сатава. И есть у них категория, на которой они настаивают, дети с ограниченными возможностями, дети из приемных семей. Ну, вот та категория, которая социально не защищена, они хотят, чтобы она у них обучалась. Вот. Я считаю, что это вот такой огромный проект. Аналогов в России почти нету. Вот у них единственная у нас вторая школа будет такая, первая у них работает под Иркутском, точка будущего. Вот. И, конечно же, вот такие примеры, они не единичны. Тот же Нордголд, он уже заключил соглашение долгосрочное. Они же хотели начать со строительства школ, только у нас проекта не оказалось, поэтому мы их попросили, они профинансировали ВОЛС, так, или не ВОЛС, а туда на Тяню и Току. Так, ну, хорошо же. Да? Дальше они будут и школы финансировать, и другие объекты будут финансировать, которые, опять же, определены уже нами, а не ими. Поэтому рейтинг недропользователей, он должен быть действенным механизмом. Я согласен, Денис, что мы должны и дальше направлять недропользователей на активную работу внутри нашего региона, в том числе и с местными предприятиями. Вот. Хорошие примеры этого тоже есть. С местными средствами массовой информации, чтобы в освещении их работы, в их контрактах информационных, в том числе и местные компании тоже участие принимают. В целом они понимают, мы достаточно много им помогаем, в том числе на федеральном уровне по решению различных вопросов. И, конечно же, для республики они, соответственно, тоже должны делать много. Но вот в результате вот этой всей политики мы же видим, что раньше у нас доходы Алроса у нас были в бюджете консолидированы 40-45%, так, еще совсем недавно, лет 6-7 назад. Сейчас у нас бюджет, во-первых, вырос почти уже в 2 раза, так, но при этом доля Алроса у нас сократилась до 20-25%. Все остальное это уже другие компании. В этом году впервые у нас золотодобытчики 20% доходной части нашего бюджета заплатили налог. Вообще раньше, представить это было трудно. Они обычно меньше 5% платили. Вот. Есть, конечно, вот эти мелкие недропользователи, которые там считают, да мы и так там налоги платим, мы сами тут или живые ходим, чего вы нас что-то еще просите, да? Ну, с ними надо отдельно смотреть и разбираться. Владимир Ермаков, КТРК. По поводу газификации 4 районов, которые проходят вдоль трассы Силы Сибири. Собственно говоря, как вы относитесь к этому проекту, да? И каковы его перспективы, если учесть, что Алданский район, это самая такая, сегодня осталась крупная угольная генерация тепла. У нас по соглашению с «Газпромом» порядка 30 поселков
Ленского, Лёкминского, Алданского и Нерубинского районов должны быть подключены к газу от силы Сибири. Работа эта идет. Но сейчас идет строительство вот этих как раз межпоселковых газопроводов, установок подготовки. АГРС строится несколько, да. В следующем году уже в населенные пункты Ленского района в 3 и Вингру Нерублинского района уже газ придет уже до котельных, до жилых домов. Вот. Что касается Алданского района, то у нас активно эта работа 25-26 год. В 26 году уже котельная Алдана, уже газ должен быть подан. Вот. Графики есть, работа у нас Сахатранснефтегаз выполняет как региональный оператор газификации по соглашению с «Газпромом». Ну, на постоянном у меня контроле вопрос находится. Буквально вчера вечером мы совещание как раз по Сахатранснефтегазу делали, планы 25-го туда, они не меняются. Хотя, конечно, у «Газпрома» там есть целые вопросы глобальные, так, но сказать, что вот этот проект там уходит вправо там, на несколько лет, то это точно нет. Антон Васильев, интернет-вещание национальной начальник компании «Сахат». Сегодня золотой нитью у нас на протяжении всей пресс-конференции звучала тема, как раз таки, которая касается кадров. Лично мое мнение, то, что вокруг этой темы завязаны как раз таки на самом деле все те проблемы, которые сегодня так или иначе звучали в рамках пресс-конференции. Какие критерии вы определяете для того, чтобы понять, что в сильности поднята производительность труда, что улучшены условия труда, кто за это ответственен и какие конкретные шаги и кем, самое главное, должны выполняться для того, чтобы у нас сегодня в республике как раз таки достигалась эффективность труда и улучшались ее условия? Вы знаете, это же очень просто. Если людям стало жить лучше, да, если это чувствуют люди непосредственно сами, в том числе через оплату труда, через условия труда, это сразу чувствуется, в том числе через тот же механизм опросов, хотя многие его критикуют, да, но он очень четко картину дает. Если особенно в динамике смотреть, как население реагирует, как люди реагируют на те или иные вопросы, там абсолютно все это четко видно. Кто у нас отвечает за эти вопросы? Конечно же, в этом наиболее заинтересована сегодня экономика, руководители предприятий, хозяева предприятий, бизнес. Почему? Потому что только через повышение производительности труда при наших ограниченных трудовых ресурсах можно достичь положительных, серьезных эффектов. Другого-то пути нет. Потому что реально трудовых ресурсов у нас больше не будет. Они у нас сколько есть, даже сейчас они будут падать. Вот этот дефицит, он может и дальше расти. Мигрантов же мы же не будем завозить там больше и больше. Да? Мы должны, наоборот, их просто ограничить. А трудовых рук становится меньше. А потребностей у нас больше. И только через повышение и производительности труда, и повышение в целом производительности системы экономической можно результаты положительных достичь. Мы все должны об этом тоже думать, к сожалению. Вот. Потому что вопрос не только в производительности труда. 10 человек по отдельности могут производительность свою повысить, а в целом производительность системы будет хуже. Таких примеров тоже есть. И поэтому я вот как раз говорил о том, что у нас и в республике система управления, в том числе государственная, она тоже должна претерпевать серьезную трансформацию, серьезные изменения. Василий Сергеевич, а в таком случае будут ли пересматриваться KPI, допустим, по заданиям предприятий, госпрограммах, которые все? Слушайте, не то что будут, они обязаны будут пересматриваться. Потому что, к сожалению, вот эта вся система, я честно вам скажу, по многим учреждениям, в том числе социальная сфера, она абсолютно такая, на бумаге. Многие начальники даже не знают, какой у них KPI. Вы слово употребили, сейчас я пару звонков сделаю начальникам, там они скажут: начальник, ты про что? Все счастливые, все радостные, улыбаемся. Раз, два, три.